День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем» в студии Петр Васильев. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. В Москве подвели итоги Всероссийского форума «Малая Родина. Сила России». Он объединил более 7 тысяч участников. В Дагестан, пострадавший от сильного паводка, направлена гуманитарная помощь из Якутии. Общий вес груза составил около 1 тонны. Вертолет Ми-8 вернулся в Маган после капитального ремонта. На Омском заводе выполнили большой объем работ. От первых эскизов до финала недели моды в Казахстане работы студентов Арктического государственного университета искусств, культуры и креативных индустрий покорили международный подиум. Якутяне вовсю готовятся к новому сезону Дальневосточной юношеской футбольной лиги. В данный момент ребята проходят последние этапы сборов. В Москве подвели итоги Всероссийского форума «Малая Родина. Сила России». Ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и развитие муниципальных образований страны. Форум объединил более 7 тысяч участников. Приехали главы муниципалитетов, округов, районов и регионов. Для обмена лучшими практиками прошла встреча и с Владимиром Путиным. О чем говорили на форуме, знает Айсена Бурнашова. Форум «Малая Родина. Сила России» – ежегодное мероприятие, проводимое по поручению президента страны Владимира Путина. Уважаемые коллеги, форум, а он проходит уже в 3-й раз, стал востребованной площадкой для обсуждения актуальных тем. И, конечно же, одно из приятных событий форума – чествование лучших представителей муниципалитетов, лауреатов и победителей премии «Служение». Из маленьких деревень и городов-миллионников на форум приехали более 7 тысяч участников из 89 регионов страны. Ваш труд находит отклик у людей. Главы разные, но связывает их одно – служение. Наша истинная цель – служение – это служить народу. Служение народу – самое главное – это цель. От разбитой дороги и уличного фонаря до переселения из аварийного жилья и нехватки мест в детском саду. А еще расчистка снега, вывоз мусора, благоустройство дворов, установка скамеек и многое другое. К главам муниципалитетов обращаются с самыми разными вопросами. В Якутии им порой приходится бороться не просто за качество жизни, за саму жизнь. Потому что когда при минус 50 происходит какая-то серьезная, не дай бог, авария, та же коммунальная авария и так далее, то счет идет у нас буквально на часы для того, чтобы вообще тот или иной поселок, то или иное село вообще оставалось на карте. И от того, как муниципалитеты сработают, как быстро, оперативно будут приняты те или иные решения, будет обеспечена жизнь людей. Опыт Якутии представили на губернаторской сессии. В регионе сохранена двухуровневая система самоуправления. Запущены программы подготовки управленческих кадров от молодежных проектов до программы «Якутия. Земля героев» для участников СВО. А еще гражданское общество развивается через прямое участие жителей в решении местных проблем. И у нас в Якутии, например, есть замечательные проекты, связанные с местными инициативами, когда население проводит сходы в малых населенных пунктах, голосуют за те или иные проекты, которые оно хотело бы у себя реализовать. И часть средств выделяется в виде грантов, часть средств люди сами собирают. И выделяют часть, например, выделяют те предприятия, которые работают на территории данного муниципалитета. Так, по программе поддержки местных инициатив в селе Чемейка Мейгина Кангаласского района появились новые социально значимые проекты. Что самое важное, выбранные самими жителями. Половина деревни подключили летнему водопроводу. В прошлом году уличное освещение сделали. А в этом году планируем утепление тепловой сети. Ключевые вопросы развития территории, в том числе и инфраструктуры, взаимодействия с жителями и поддержки бойцов СВО, представителей муниципального сообщества, обсудили на личной встрече с Владимиром Путиным. Граждане напрямую принимают активное участие в определении целей и объектов реновации. Чрезвычайно важная вещь. Обязательно будет
Эта работа продолжена, она у нас в рамках там программы сейчас государственной проходит до 30 года, но уверен, что мы своевременно примем решение и будем эту программу продлять. В мероприятии принял участие глава Мегино Кангаласского района Якутии Дмитрий Тихонов. Надеюсь, что это имеет значение и для вас, для меня точно имеет большое значение, потому что вы с людьми общаетесь, и напрямую еще один канал связи с гражданами страны, он очень важен. Муниципальная власть это является такой властью, что самая ответственная зона, которая работает на земле с людьми и решает вопросы, которые сегодня ставят наши жители. Путин подчеркнул, работа на местах напрямую влияет на благополучие жителей и формирует прочный фундамент для процветания всей страны. Именно так, шаг за шагом, и строится сильное, процветающее государство. Сегодня в России работают 16 300 глав муниципальных образований. Для каждого из них служение – это работа рядом с людьми и ради людей. И вы действительно на своем посту действительно выполняете эту очень важную миссию служения не только малому или среднему, или большому муниципалитету, и людям, которые там живут, а служение всей стране. Потому что страна состоит из муниципалитетов и из людей, которым мы все служим. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Айтал Байтунов, Москва. В Дагестан, пострадавший от сильного паводка, направлена гуманитарная помощь из Якутии. Из-за обильных осадков в регионе, напомню, были подтоплены жилые дома, введен режим чрезвычайной ситуации. Общий вес груза составил около тонны. В его составе предметы первой необходимости, средства личной гигиены, постельное белье и продукты длительного хранения. Сбор организовала Ассамблея народов Якутии. К акции присоединились общественники, национальные общины, узбекская, таджикская и армянская. Также удалось собрать порядка 300 тысяч рублей. Все денежные средства направят на поддержку пострадавших от паводка. Откликнулись, конечно, все неравнодушные граждане. Это общины нашей республики, диаспоры, которые принимали активное участие. И даже просто обычные, простые граждане, которые приносили всех возрастов. Просто кто-то с обычным, не знаю, пакетиком приходил, кто-то приходил с большими партиями помощи. Поэтому все, кто хотели помочь, все помогли, никто не остался в стороне. И хочется выразить всем огромную благодарность от лица и межнационального сообщества, и в целом от лица всех дагестанцев. Это первая пока отправка. Если будет необходимость, то мы в дальнейшем, конечно, тоже постараемся не оставаться в стороне и помочь. Между тем, вскрытие реки Лены в Якутии прогнозируют в первой, начале второй декады мая. Ледрезные работы из зачернения льда уже провели на Лене, Вилюе, Колыме, Алдане, Амге, Нюе и Тока. Наиболее вероятные заторы льда возможны на Лене в Хангаласском районе, в Ленском районе и в Намском районе, а также в пригороде Якутска. На Вилюе в Вилюйском районе, на Колыме, Верхнеколымском и Среднеколымском районах. При этом при мощных заторах уровни воды могут превысить прогнозные значения на 1-2 метра и выйти за опасные отметки. На других участках рек бассейна Лены, Яны и Индигирки вероятность заторов не превышает естественную 10% отметку обеспеченности. Алдан известен как снежная столица Якутии. Для лыжников условия более чем комфортные. Однако обилие снега создает трудности для инфраструктуры города и вызывает постоянные нарекания со стороны жителей в адрес местной власти. Особенно напряженным выдался апрель, когда, казалось бы, весенняя погода принесла осадки, которые беспросветно сыпались с неба на протяжении 2 недель. Как справлялись и справляются со снегом власти, в материале Руслана Павлова. По подсчетам Гидромедцентра республики, за 2 декады апреля в городе Алдане выпало 35 сантиметров осадков. Осложнили ситуации перепады температур. Это создало условия, когда днем улицы города превращались в кашу, а ночью застывали в ледяные мини-торосы. Дорожным службам пришлось привлекать дополнительные ресурсы. На апрель месяце, как и в том году, мы привлекаем субподрядные организации, то есть наш подрядчик берет дополнительные единицы техники для того, чтобы мы своевременно справились со всеми выпавшими осадками. А апрель месяц у нас это месяц обильного выпадения осадков.
Если для населения весенние снегопады всегда проблема и повод поругать власть, то у местных метеорологов сей факт не вызывает удивления. В среднестатистическом исчислении ситуация повторяется каждый год. То есть есть такое понятие многолетние нормы, рассчитаны для каждой станции. Так вот эти многолетние нормы мы стабильно каждый апрель, каждую декаду мы превышаем. В 2 раза, в 3 и бывает даже в 4 раза, то есть 400% осадков от нормы на эту конкретную декаду мы можем получить. Ну, пока что в этом апреле всего лишь двойные были нормы, так что мы еще не так сильно тут утонули. В весенний период остро встает вопрос расчистки тротуаров и сточных канав. Это необходимо для прохождения паводка. На этом переделе работы идут параллельно, но не всегда удается выполнить работы в сжатые сроки. Не хватает техники и людей. С тротуарами у нас бывают периодами проблемы, потому что когда 3-4-5 дней выпадают осадки, потом нужно 2-3 дня на их ликвидацию только на тротуарах. А у нас же есть еще и дороги, то есть техника у нас задействуется. Частично проблема, конечно, присутствует, но мы стараемся все расчищать вовремя. Между тем, сегодня на расчистке и уборке снега в городе работает 18 единиц техники. При этом снег не просто чистят, но и вывозят на специальные площадки. Но дефицит средств по статье «Содержание дорог» не позволяет вычистить моментально от снега весь город. Средств в притирочку прям хватает. Конечно, нам хотелось бы больше. Я говорю, 30%. Если добавить на весь период, мы будем задействовать технику не только на дорогах 3-й категории, но и на дорогах 5-й категории. Впрочем, ложку дегтя в процесс содержания дорог внести нужно, и, возможно, в этой части стоит прислушаться к словам населения. Все-таки снег постепенно с улиц города все-таки убирать по мере его выпадения. То есть начиная с начала сезона зимнего, да, потихонечку вывозить. И уже к весне мы не придем с такими огромными кучами, которые нам мешают, если честно, и ездить где-то, и на видимость влияет, и ходить. И, ну и, соответственно, вот это вот то, чтобы болота этого не было. Конечно, наверное, вот нужно об этом подумать будет. Как говорили классики, разруха в головах, а не в клозетах, и сотрясание воздуха по той или иной проблеме лишь нагнетает обстановку. Не лучше ли сообща решать болевые вопросы и содержать свой город в чистоте и порядке? Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с министром транспорта страны Андреем Никитиным. Основное внимание уделили развитию дорожной инфраструктуры региона. В этом году объем господдержки дорожного комплекса Якутии 6,9 миллиардов рублей. Так, планируется завершить капитальный ремонт участков федеральных автодорог Лена, Вилюй и Колыма, общая протяженность которых почти 75 километров. Отдельное внимание на встрече уделили строительству Ленского моста. Напомню, проект реализуется по поручению президента Владимира Путина. Срок завершения строительства – 2028 год. Долгий путь домой. Вертолет Ми-8 вернулся в Маган после капитального ремонта. На Омском заводе выполнили большой объем работ. Какой именно, узнаем в следующем сюжете. Спустя почти 1,5 года Ми-8 возвращается в родные пенаты. Железные птицы основательно почистили перышки, починили планер и двигатели, установили новый топливный бак. Обошлись работы аж в 40 миллионов рублей. Зато техника прослужит не 1 десяток лет. Вертолет 1991 года выпуска. Естественно, проходил капитальный ремонт после назначенных ресурсов. Ну и ресурс уже дополнительно дали 44 года.
Великолепная восьмерка Василиса Прекрасная, как только не называют Ми-8. Этот трудяга может все, поэтому используют его представители различных профессий – пожарные, спасатели, геологи. Хороша разработка советских инженеров и для пассажирских перевозок. В общем, эталон надежности и универсальности. Обновленная машина подоспела как никогда вовремя, в аккурат перед паводком и пожароопасным сезоном. Неприхотливый, но прочный аппарат облетит всю республику. Он будет служить для народа, для республики. Конечно, не только, как говорится, по чрезвычайным ситуациям, но и в обыденных делах и в жизнедеятельности республики. Любовно отзываются о восьмерке и техники, и пилоты. Убедиться в добротности было достаточно времени. После капитального ремонта экипаж перегонял вертолет из Омска до Магана 4 дня. Это самый надежный вертолет, самый эксплуатируемый во всем мире. И то, что я на нем летаю, мне приятно на нем работать. Лучшая машина в мире. Поводов для радости у авиаторов этой весной будет больше. В мае после ремонта в Магане ждут еще 2 Ми-8. Так что сказать... Все, от винта. Якутские пилоты смогут сотни раз. Ржана Гармаева, Иван Сорокаумов, Маган. В Якутии завершен основной этап завоза топлива по автозимникам в районы. В 26 районов республики доставлено порядка 367 тысяч тонн топлива, включая 320 тысяч тонн угля, 200 тысяч тонн конденсата и более 20 тысяч тонн нефти. Общий объем всех завезенных грузов – 488 тысяч тонн, включая также сельскохозяйственные и продовольственные товары, строительные материалы и бензин для нужд жителей. В общем счете в перевозках задействовали более 400 единиц транспорта. Сами перевозки по отдельным направлениям, например, в Ивено-Бытантайский, Момский, Анабарский районы продолжаются. В ведомстве отмечают, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы, все плановые работы выполнили в срок. Перевозки в этом году были очень сложные, связанные это с ограниченными финансовыми ресурсами, которые у нас не были в полном объеме доведены к началу автозимника. Но благодаря усердию наших перевозчиков и пониманию наших перевозчиков, нам удалось на текущий момент уже констатируем, что все плановые объемы выполнены. Те перевозки, которые сейчас идут, они продолжат где-то до мая месяца и в скором времени завершатся. В этом году в Якутии по программе «Дальневосточные дворы» благоустроят 7 дворовых территорий, на что выделено более 112 миллионов рублей. Работы пройдут в Якутске, Алдане, Нерюнгре, Нюрбе, Тиксе, а также в Мегино-Кангаласском и Тампонском районах в период с июня по октябрь. В рамках проектов планируется отремонтировать проезды, тротуары, установить детские спортивные площадки, смонтировать освещение и создать безбарьерную среду для маломобильных граждан. Сама программа, продленная по поручению президента России до конца этого года, реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Но между тем в Якутске жители аварийного дома в Мархе каждую весну готовятся не к потеплению, а к подтоплению. В паре метрах от их жилья появился несанкционированный снежный полигон. Снег с первыми оттепелями превращается в поток, который идет прямо под дом. Подробности далее. Тут поехал за водой на самокате, хотел путь сократить через промбазу. И тут такие глыбы. Уже 2 года жители дома по Маганскому тракту 2-й километр 1А наблюдают, как рядом регулярно выгружают снег. Вот стоят, скидывают снег. Вы по какому праву здесь скидываете? По какому праву вы здесь скидываете снег? Это не снегополигон. Это вся вода, вот этот дом затопит. Ну это не я же все высыпал. Мне без разницы, я вас поймала. По словам жильцов, снег свозят целенаправленно. Они не раз фиксировали разгрузку. Весной талая вода уходит под сваи и размывает основание. Дом и без того аварийный, но, говорят люди, разрушается быстрее. Проседает грунт, конструкции теряют устойчивость. Ситуацию усугубляет отсутствие нормального электроснабжения. Зимой в квартирах около +4. Обогреватели не выдерживает сеть. Стены продуваются и крошатся. Полы деформируются и частично обрушаются. Находиться внутри небезопасно. Сколько вот и писали, тоже бумаги, все вот это. Ну, никаких вообще серьезных в нашу сторону отношений нету вообще. Как будто как заброшенный район.
Жители пытаются спасать дом за свой счет, укрепляют конструкции, защищаются от воды. Летом к проблемам добавляется еще одна. Рядом появляется свалка строительного и бытового мусора. У меня 6 детей. А где здесь гулять детишкам в таком бардаке? Свалка конкретно. Частный сектор постоянно вывозит сюда и доски, и гвозди, и все. Куда здесь? Чтобы ноги поранить дети, и вот это все. Такое ощущение, как будто где-то с каких-то садиков, предприятий, там банки из-под сгущенки, тушенки, вот такие пустые банки выбрасывают сюда. Мусор бытовой, потом вот эти листы, там офисные документы, всякое вот это вывозят. В управляющей компании проблему с электроснабжением признают, но решать ее не спешат. Снежный полигон, по их словам, не их зона ответственности. По поводу снега, это не в наших компетенциях, не в наших обязанностях, и мы как бы и обращений не было по поводу этого. Тут только городу надо и махи отрабатывать. Наша редакция обратилась за комментарием в администрацию микрорайона Марха. Сообщаем, что земельный участок, на котором зафиксированы навалы снега, является бесхозяйной территорией. В связи с отсутствием зарегистрированного правообладателя либо организации, ответственной за содержание данного участка, применение мер административного воздействия конкретному лицу в настоящий момент затруднено. Сотрудниками администрации проведена серия выездных рейдов с целью мониторинга ситуации и пресечения несанкционированного сброса. На сегодняшний день новых фактов подвоза и складирования снега не выявлено. Территория находится на постоянном контроле. При этом жители предоставили документы, которые, по их словам, противоречат версии о бесхозной территории. Территория принадлежит городу Якутску. Она не бесхозная. Инженер прямо так сказал. Это территория города Якутска. И вот доказательство, документ. Мархинская администрация делает вид, что не знает. Сейчас администрация микрорайона ищет возможных нарушителей. Если установить их не удастся, вывоз снега пообещали организовать силами администрации. Пока же люди продолжают жить в доме, который может не выдержать еще одной весны. Даяна Федорова, Иван Сракаумов, Якутск. К другим темам в Якутске прошли памятные мероприятия, посвященные 40-й годовщине ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. На сегодня на территории региона проживает 59 ветеранов-ликвидаторов, чьи заслуги в устранении последствий радиационных катастроф были отмечены в рамках программы. Ключевым событием стал круглый стол, на котором обсудили актуальные вопросы социальной защиты, здравоохранения и жилищно-коммунального обеспечения. В обсуждении приняли участие представители профильных региональных министерств и отделения социального фонда по республике. Особое внимание уделили мерам господдержки и механизмам оказания адресной помощи участникам тех событий. К нашему счастью, на сегодняшний день аварий на радиационно опасных, таких крупных, как Чернобыльская АЭС, либо авария на Челябинской 40, это маяк, да, вот таких, к нашему счастью, не происходило. Но вот сегодня мы пригласили тех участников, ветеранов Советского Союза, которые вот принимали участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на радиационно опасных объектах. Всего на территории, по данным на отделение пенсионного фонда, проживает 59 человек. В честь 40-й годовщины в Мирнинском районе также проходят торжественные мероприятия, в ходе которых ликвидаторам вручают памятные медали и знаки. 40 лет ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Подробности далее. Сегодня мы чтим тех, кто принимал активное участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В первую очередь это наши коллеги пожарной части, которые первые приняли этот смертельный бой. Первыми, кто бросил вызов стихии, стали герои. Пожарные расчеты, забыв о себе, ринулись в пекло, в самое сердце радиоактивного ада. Их мужество и их самоотверженность – это то, что невозможно забыть. Сегодня в часовне пожарной части звучат слова молитвы, память о тех, кто отдал свои жизни, кто пострадал, спасая мир, увековечена в этот скорбный день. Мы помним с вами, что 26 числа будет эта годовщина. Вот мы немножко раньше, но также совершаем молитву о тех, кто ценой своей жизни и здоровья делал так, чтобы как можно меньше последствий было для всех живущих в то время и для нас с вами сейчас.
И в администрации города Мирный сегодня тоже особая атмосфера. Сегодня чествуют тех, кто, пройдя через ад Чернобыля, продолжает жить, оставаясь примером стойкости и мужества. Среди них Андрей Цурупа. В свои 25 лет он был призван военкоматом, брошен в самую гущу событий. После аварии, оставив позади прошлое, он нашел новый дом в столице Алмазного края в 1987 году. Повестку привезли в 12 часов ночи. В 5 утра уже были в военкомате. В Донецк доехали. Там загрузили в самолеты и в Белую Церковь. Там переодели нас в солдатское и туда. И все. Ночью туда поехали. Там земля какая-то была выкопана. Вода, ну, короче, вот там потом по палаткам раскидали. Ну, пока освоились, а потом на саму атомную. И все. Каждому, кто внес свой вклад в ликвидацию последствий, были вручены памятные знаки, символические награды, олицетворяющие 40 лет с момента той страшной даты. Эти знаки – дань уважения, признание подвигов, напоминание о том, какой ценой была заплачена сегодняшняя безопасность. Анна Васильева, Мирный. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В День Республики пройдет прямая линия с главой Якутии. Жители смогут услышать ответы на самые актуальные вопросы. Часть обращений получат разъяснения на самой трансляции, а остальные передадут в профильные министерства и ведомства. По завершению эфира производится рассылка ответов по поступившим обращениям. Как правило, ответы направляются гражданам в течение нескольких дней после программы. Если гражданин задал вопрос через колл-центр, с ним свяжется оператор. Если заявитель направил вопрос через чат-бот в мессенджере Max, ответ придет через данный бот. Каждого из населенных пунктов объект. Между тем, на сегодняшний день более 600 вопросов от граждан поступило на прямую линию главы республики. Чаще всего якутян волнует тема переселения из ветхого и аварийного жилья, дорожного ремонта, наличие субсидий на авиабилеты и благоустройство населенных пунктов. Отдельные категории выделяют вопросы отрасли ЖКХ, в частности, выплаты заработных плат сотрудникам отрасли. Об этом рассказал руководитель Центра управления регионом Василий Десяткин. Если говорить о географии, то наибольшее количество вопросов поступило из города Якутска, Ленского, Мирнинского, Алданского районов. В их числе, в числе лидеров также есть и Тампонский район, Верхнеколымский район. Вопросы жители могут задать через колл-центр. Номер колл-центра, код города Якутска 8 41 12 506 006. Также прием вопросов осуществляется в круглосуточном формате через национальный мессенджер Max, чат-бот «Вопрос главе Якутии бот». Знакомство с процедурой проведения экзамена и проверка знаний в столице республики. Прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В юбилейном мероприятии приняли участие 36 родителей. О порядке проведения проверки знаний и ее особенностях узнаем из следующего сюжета. Перед 36 родителями выпускников стала важная задача – ознакомление с порядком проведения и проверки работ единого госэкзамена. Апробация знаний состоялась в рамках всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», которая стартовала в республике уже в 10-й раз. Когда мы проводим такие акции, родители знакомятся с процедурой проведения экзамена, как все проходит, как дети проходят, получается определенные пункты, пункты досмотра,
осмотра, сдачи документов определенной, рассадки, да, они знакомятся с тем, как происходит внутри аудитории сам процесс экзамена, то есть распечатка материалов, как и все, вот как реальный экзамен, мы здесь проводим апробацию и показываем родителям, что экзамен, он не так уж и страшен. Среди особенностей сдачи ЕГЭ родителями выделяется сокращенный формат проведения экзамена и проверка выполненных работ. Результаты используются только в целях ознакомления с процедурой оценки. Среди сдающих есть и те, для кого участие в акции стало традицией. В их числе и Юрий Шишигин, учитель математики и информатики с 22-летним стажем. И задания сильно не меняются, но они сопоставимы, именно сопоставлены со школьной программой. Да? И мы, учителя, знаем, да, допустим, вот к заданию 3, допустим, подходит тема 7 класса, 2 четверти, какого-то урока. И, допустим, вот уже акцент делаем и готовим детей целенаправленно. Единый государственный экзамен – это ответственный этап, вызывающий волнение как у выпускников, так и у их родителей. Для взрослых важно не только морально поддержать детей, но и продемонстрировать солидарность своим участием. Решила так принять участие, чтобы показать пример своему ребенку, что это как праздник знаний, проверяются знания, которые были получены в школе в рамках учебного плана. Выполнив задание, родители смогут оценить формат проведения и контрольно-измерительных материалов. Но самое главное – это поддержать своих детей примером. Анастасия Пуляева, Артумен Наговицын, Якутск. Ленский технологический техникум провел день открытых дверей для школьников и их родителей. Участники узнали, как получить востребованные специальности и найти интересную работу в перспективных направлениях района. Самое важное в едином дне открытых дверей – это возможность познакомиться с будущей профессией вживую, а не на сайте учреждений. При этом для школьников педагоги провели экскурсии по мастерским лабораториям, где сами студенты доступным языком рассказали о преимуществах обучения и перспективах трудоустройства. Персонал должен иметь такое образование. К самому непосредственно квалификации техник, теплотехник мы еще даем 3 свидетельства дополнительные. По каждому из них можно работать. Это аппаратчик водоочистки. Здесь огромное количество девушек может работать. Это химическая лаборатория. Она у нас как раз будет открываться в комплексе новых мастерских. Вы увидите оператор котельный и слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов. То есть кроме диплома еще 3 отдельные свидетельства о профессии, по которым можно отдельно трудоустраиваться. Практика будет оплачиваться, и здесь компания предлагает нам именные стипендии для тех, кто хорошо учится. В День местного самоуправления двери администрации Мирнинского района распахнулись и для самых юных гостей, талантливых и активных школьников алмазной столицы. Ребята, которые своим трудом и успехами заслужили это особое приглашение, окунулись в атмосферу работы городских властей. Подробнее в следующем сюжете. Специалисты различных управлений от инвестиционного развития до защиты прав несовершеннолетних поделились секретами своей работы, рассказали о задачах, которые решают каждый день, и с готовностью ответили на вопросы подрастающего поколения. Как правило, школьники очень сильно хотят попасть на данную экскурсию, так как она очень познавательная. Дети узнают о структуре администрации, о работе каждого отдела администрации Мирнинского района. Ребят также встретили и в кабинете главы района, где управляющий делами раскрыл некоторые детали работы руководителя. А ребятам выпала уникальная возможность ощутить себя в роли градоначальника, сделав памятные снимки за его рабочим столом. Экскурсия очень интересная, правда, очень понравилась. Очень интересно было узнать именно всю систему управления районом изнутри. Больше всего понравился, наверное, вот этот кабинет. И, именно если отдел смотреть, тогда, наверное, социальный и кадровый. Особое оживление вызвала игра в секретариате районного совета депутатов, где ребята на практике примерили на себя роли народных избранников. Школьники выбрали председателя совета депутатов, а также участвовали в голосовании, которое специально для них подготовили работники. Анна Васильева, Мирный.
Якутяне подали в образовательный комплекс «Точка будущего» 2725 заявок на зачисление в школу и детский сад. Об этом сообщила администрация учреждения. Поступление проходит на конкурсной основе. В старшие классы в этом году набор не ведется. Сейчас команда «Точки будущего» обрабатывает заявки и готовится к встречам с семьями. Уведомления придут в личный кабинет и на электронную почту. Депутаты Илтумена обсудили с корпорацией развития Якутии итоги работы и планы на будущее. Заседание прошло в креативном кластере «Квартал труда». Парламентарии заслушали отчет о деятельности корпорации за 23-25 годы и обратили внимание на важный момент. Организация пока недостаточно вовлечена в доработку новой стратегии социально-экономического развития республики до 1932 года, хотя должна играть в этом процессе одну из ключевых ролей. При этом успехи Якутии в развитии креативной экономики очевидны. Еще в 2019 году регион первым в России принял концепцию такого развития с опорой на кластеры, а в 2023 эта модель получила высокую оценку. На федеральном уровне ее представили президенту Владимиру Путину как пример для других регионов. Были заданы достаточно такие серьезные вопросы касаемо финансового положения корпорации развития, касаемо итогов деятельности за последние 3 года. Ну и, собственно, мною и моими коллегами были озвучены планы в соответствии со стратегией корпорации развития Республики Саха-Якутия. Ну и обозначены те проекты и инициативы, в которые мы сейчас привлекаем инвесторов, ну и планируем дальнейшее сотрудничество в соответствии с нашей стратегией. Приморский край занимает лидирующие позиции по развитию креативных индустрий среди регионов Дальнего Востока. В крае представлены все сферы креативной экономики, от дизайна и гастрономии до кинопроизводства и моды. О том, как развивается экономика Приморья, в следующем сюжете. В Приморском крае представлено более 2000 организаций, задействованных в креативной экономике, общая выручка которых составляет более 65 миллиардов рублей, что составляет около 1,5% вклада в экономику Приморского края. По выручке топ-сферами стали архитектура, программное обеспечение, реклама и пиар. Мы как структурное подразделение Центра «Мой бизнес» сфокусированы именно на креативных предпринимателях. Мы индивидуально сопровождаем креативные проекты, то есть предприниматель может обратиться к нам, представить свой проект, мы его совместно доработаем, усилим с экономической точки зрения и дальше также индивидуально сопровождаем по взаимодействию как с органами власти, так и с другими институтами развития. Есть у нас дизайнер, известный уже достаточно Александр Варлаков, который принял участие и закрывал Московскую неделю моды со своей коллекцией. Мы помогли в части создания фотоконтента. В Приморском крае одним из активно развивающихся направлений креативных индустрий является кинопроизводство. По словам исполнительного директора студии постпродакшена, их компания специализируется в создании спецэффектов для кино и сериалов. Команда студии также принимала участие в создании графики для таких кинофильмов, как «Чебурашка», «Красный шелк», а также фильм «Мира». Мы выстраиваем сильные коллаборационные связи со студиями и творческими специалистами внутри Дальнего Востока. Вот, к примеру, год назад мы участвовали в Якутском форуме креативных индустрий, который был организован якутами на просто высшем уровне. Мы верим, что в ближайшие годы креативная индустрия в России будет развиваться. И, по нашему мнению, это хорошее поле для коллаборации регионов, ну, к примеру, Приморского края и Якутии. По данным Высшей школы экономики, Приморский край занял 44 место в рейтинге креативных регионов России за 2024 год. По общей оценке развития креативных индустрий среди регионов Дальнего Востока Приморье занимает 2 место. Решила себя попробовать, мне очень понравилась команда, с которой я начала работать. Конечно, попасть в мир кино было удивительным, чем-то таким для меня, поэтому я остаюсь в этой профессии, мне очень нравится, я кайфую от того, что делаю. Я занимаюсь проверкой материалов, которые нам приходят, с которыми мы работаем. Добавляю какие-то объекты, добавляю графику в кино и рекламу. В 2024 году Приморский край вошел в десятку лидеров среди всех регионов России по внедрению стандарта поддержки креативных индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив. Иннокентий Кычкин, Владивосток.
Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. От первых эскизов до финала недели моды в Казахстане работы студентов Арктического государственного университета искусств, культуры и креативных индустрий покорили международный подиум. Представители Якутии стали единственными дизайнерами из России, отобранными для участия. Подробнее о представленных работах и новых возможностях в сюжете далее. Мир моды является олицетворением динамичности и блеска, но за каждым эффектным показом стоит колоссальный труд и смелые идеи. Обладательницей гран-при недели моды в Казахстане стала Сандара Парахонько. Ее коллекция вдохновлена якутской культурой и национальным инструментом – хамусом. Культурный код для меня это тоже вот родное. Думала, просто продолжу. И когда вот пригласили участвовать уже в Казахстане, и сказали, вот гран-при получает вот Якутия, Парахонько Сандара. Я прям была в шоке, я не ожидала, да. По прибытии в Казахстан дизайнеров ждала масштабная работа по подготовке к показам, кастинг моделей, примерки и репетиции. Второй финалист недели моды Валерия Осокина отметила, что время на создание образов было ограничено. Работы нужно было подготовить за 1 месяц. Костюм вдохновлен музыкальным инструментом казахстанским кабыс. По силуэту кабыза сделала рукава. В фактуре хоть и не считывается, но в концепции заложена музыка. То есть я брала музыкальное произведение традиционное и под ритм, то есть прям выстукивала и рвала капронку. Потом я ее натянула, попрыгала с баллончика. Во время дефиле члены жюри внимательно осматривали коллекции, и чаще всего их внимание фокусировалось именно на работах Сандары. Но настоящие сюрпризы ждали ее после показа. Помимо предусмотренных призов, дизайнера пригласили на показ мод в Грузии и предложили сотрудничество. Вторая была Баян Алагузова. Она попросила вот сотрудничать с ней. У нее есть группа I-One, кей-поп-группа. И она попросила шить специально сценические костюмы для нее. Финалисты являются студентами 3-го курса ГУИКИ по направлению мода и текстиль. По словам 3-го дизайнера и по совместительству преподавателя Сандары Валерии Лилианы Алексеевой, главное в обучении и поддержке творческих студентов – это прежде всего поддержка. Вообще, в целом, у нас студенты очень талантливые. Они, конечно же, в первую очередь прошли отбор уже на стадии поступления, получается. Да, к нам поступили самые талантливые ребята. И всегда их стараюсь вдохновлять и мотивировать тем, что надо быть активным. Надо участвовать везде, где есть возможность, потому что ты никогда не знаешь, что тебе это принесет. Участие якутских дизайнеров в казахской неделе моды стало подтверждением того, что талант и упорство открывают все двери. Успех Сандары и Валерии на международной арене может стать трамплином для начала большого творческого пути. Анастасия Пуляева, Якутск. Добровольческое движение матерей республики «Тепло рук» представило творческую программу совместно с ансамблями. Коллективы движения базируются в Якутске и селе Акана Нюрбинского улуса. Организация ведет активную деятельность с начала мобилизации, объединяя сегодня около 100 женщин из разных районов. За время работы активистками была подготовлена и передана экипировка для порядка 6000 участников СВО. Главной целью же встречи стал обмен опытом, волонтерской деятельностью и творчеством. Музыка объединяет все народы, и вообще музыкой можно передать свои какие-то внутренние переживания или радости. И надеюсь, вот эта вот песня тоже многих затронула. И вот эта песня, она сочинена именно с верой и с надеждой на будущее, на хорошее будущее.
Театр кукол, расположенный в Нерюнгре, гармонично развивается сразу в двух направлениях – техническом и творческом. Театр приобрел новое оборудование на сумму более 5 миллионов рублей. Подробности далее. В рамках реализации проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» театр кукол в городе Нерюнгре оснащен новым комплектом светового, звукового оборудования и другими современными сценическими приборами. Благодаря программе мы приобрели замечательные радиосистемы Shure SLXD. Целых 8 каналов с таким замечательным сплиттером и 2 антеннами. То есть у нас теперь вообще нет никаких прерываний радиосигнала. Бодипаки так называемые. Такие есть замечательные микрофоны высшего класса. Теперь у нас звучание на высоте. Микшерный цифровой пульт также мы приобрели с новыми протоколами цифровыми. Техническое переоснащение создает ту особую атмосферу, которая вдохновляет актеров на новые свершения и дарит зрителям эффект полного погружения в спектакль. Новое оснащение, безусловно, выводит качество постановок на существенно высокий уровень, создает необходимую для актеров и зрителей атмосферу. Наш театр искренне благодарит «Единую Россию» за прекрасный проект, который помогает нам становиться лучше в профессиональном плане и ближе к нашим юным зрителям. Кроме того, театр направил субсидии от проекта «Культура малой Родины» в размере около 2 миллионов рублей на постановку 3 спектаклей и техническое оснащение театра. Планируется у нас детский спектакль «Три поросенка». Знаменитая сказка, но она будет немножко в таком новом прочтении, должно быть интересно. Планируется еще у нас в октябре спектакль для взрослых, комедия. Помимо этого, конечно, наш новогодний спектакль планируем мы «По щучьему велению» сказку. Творческие планы коллектива выходят далеко за пределы родных стен. Впереди у театра насыщенный график гастролей. Сегодня Нерюнгринский театр кукол – это пример того, как государственная поддержка и творческая энергия коллектива создают качественный продукт, интересный как местному зрителю, так и широкой аудитории всей страны. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгре. В Ленском районе прошли соревнования по горным лыжам и сноуборду, ознаменовавшие официальное закрытие зимнего сезона. Организаторам удалось провести старты до того, как на склонах начал таять снег. В заездах приняли участие 30 человек, среди которых были как опытные профессионалы, так и любители. Программа мероприятия, к слову, началась с торжественного открытия, после которого спортсмены вышли на дистанцию в дисциплине слалом. По итогам заездов среди девушек лучший результат на склоне показала Елизавета Авдеева, завоевавшая титул чемпионки. Среди любителей у нас приняло 11 человек, мужчины и женщины разных возрастов. Все победители, призеры были награждены у нас медалями, грамотами, и отдельные призы были учреждены семьей Черных. Организаторами данных мероприятий был спорткомитет. Между тем, якутяне готовятся к предстоящему второму забегу наследников Победы «Помним, гордимся, благодарим». Первые старты пройдут 2, 3 и 4 мая в Кангаласах, Тулагина, Мархе, Магане, Хатасах и Пригородном. Основной же большой забег начнется 10 мая в Якутске на площади Дружбы. В этом году участниками мероприятия станут более 2000 человек. И помимо взрослых и пожилых будут бегать и дети. Дистанция символические: 2 километра для взрослых и 500 метров для детей. Само мероприятие отличается от всех традиционных забегов тем, что люди соревнуются не на время, а бегут во имя единой благой цели, и это добавляет определенной, наверное, важности мероприятию. Плюс ко всему мы открываем беговой сезон в городе Якутске вот этим первым забегом. Принять участие в забеге может любой желающий от 5 лет. Для этого нужно будет пройти регистрацию на едином сайте забегпобеда.рф. И после окончания забега наследников Победы в городе Якутске пройдет ежегодная эстафета на призы газеты «Якутия», которая проходит с 1941 года, объединяя все предприятия города. По традиции она будет в этот же день, 10 мая.
Якутяне вовсю готовятся и к новому сезону Дальневосточной юношеской футбольной лиги. В данный момент ребята проходят последний этап сборов. Матчи первого тура регулярного первенства они проведут в гостях у сверстников из хабаровского СКА. Традиционно республику представят две команды до 16 и 18 лет. О подготовке и настрое команды в сюжете далее. Подготовка к шестому сезону юношеской футбольной лиги у якутских команд началась еще в октябре прошлого года. Зимой тренировки проходили в манеже спорткомплекса «Дахсун». С заметным же потеплением в апреле занятия перешли на поле стадиона Туймада. В новый сезон команда Ю-16 войдет с обновленным составом, ведь ребята, выступавшие за нее ранее, перешли в старшую группу. Стараемся сделать сформировать наиболее боеспособный коллектив, у них уже имеется опыт за плечами в этих играх, и надеемся, что в этом году выступим как можно лучше. Сегодняшняя команда Ю-18 в большей степени бывшая Ю-16. Ее участники – хорошие футболисты, которые имеют за плечами опыт игр в более чем 2 сезонах ЮФЛ. К новому же сезону ребята готовы как никогда. Подготовка проходит хорошо, готовимся. Пацаны все заряжены играть. Предстоящего сезона я ожидаю хороших результатов. Ожидаю то, что все пацаны выложатся на полную силу. Ну и то, что мы займем хорошее место. Прошлый сезон прошел, не сказал бы, что прям очень хорошо для нас, но все старались, все играли, пытались как-то войти в хорошие места. Тренировки у ребят проходят параллельно с учебой, а с наступлением весны у некоторых из участников старшей группы началась усиленная подготовка к сдаче основного и единого государственных экзаменов. Весь год я совмещал тренировки, репетиторов, занятия в школе ничего не пропускал. И сейчас мы сдаем ОГЭ досрочно, чтобы полететь на ЮФЛ в мае. Учителя говорят, хорошо занимайся, представляй республику. Родители говорят, молодец, то, что хорошо занимаешься, болеют за меня всю мою карьеру, можно сказать. Брат у меня занимается, младший, говорят, успехов желают мне и поддерживают меня во всех моих начинаниях. Всего в текущем сезоне у якутской команды запланировано 7 выездных матчей и столько же у себя на поле. Так, 17 мая сборная команда Якутии в первой игре встретится с представителями Хабаровского края на их поле. Тимур Калмогоров, Станислав Потапов, Якутск. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.